кепки чувак должен был состава принести. Будет обидно, если он не принесет. Ну ладно.
Добрый день, дорогие любители болельщики. Говорит и показывает Уфа, универсальная спортивная арена Уфа-Арена. Плей-офф башкирской хоккейной лиги, противостояние хоккейного клуба «Уралец» и «Уфсин». Начнем знакомиться с составами играющих команд, прежде чем у нас начнется встреча. Ждем мы сейчас гимны, ну и потихонечку начнем знакомиться. А вот не успели мы до гимнов, послушаем гимны и продолжим. Отзвучали гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан, которые сигнализируют нам о том, что готова начаться очередная финальная встреча противостояния Уральца и Уфсина. Начнем вкратце сразу знакомиться с корабля на бас с составом играющих команд. Хоккейный клуб «Уралец». Рустам Ахунов, номер 11, вратарь. Алмаз Хасанов, номер 1. Именно он занимает место в воротах. Антон Антрёнин, номер 29. Ильяс Файзулин, номер 87. Артур Салимов, номер 98. Артур Хуснудинов, номер 44. Максим Журавлев, 42. Игорь Калачев, номер 90. Камиль Загитов, 15. Евгений Ахмадулин, 2. Артур Ганеев, номер 4. Тимур Рыскулов, номер 22. Юлия Краснова, номер 6. Артур Гайнулин, Айнур Гайнулин, прошу прощения, номер 79. Егор Попов, 9. Хабир Кильмухаметов, номер 17. И Илья Джиганенко, номер 68. Уфсин. Главный тренер команды Павел Игоревич Володин. Один единственный вратарь заявки сегодня у Уфсина. Это Илья Рассказов, у него номер 35. Игорь Рэпш под номером 7. Андрей Кочетков, номер 10. Евгений Столовин, 13. Андрей Князев, 19. Артем Новохадский, номер 22. Андрей Горбунов, номер 24. Раиль Емилов, номер 27. Артем Горбунов, 33. Павел Пупшев, номер 36. Григорий Курбанов, номер 41. Антон Муфтахудинов, номер 43. И вот у нас сразу с корабля «Навал» началась встреча буквально у Уфсин уже в атаке. И вот шайбу в зоне уральцы начинают контролировать, не давая до конца нам представить состав играющих команд. Рэпш, бросок по воротам, надежно играет вратарь щитками, надежен Хасанов. И уже тут же вторым темпом атаку накатывается. Ну посмотрите, как лихо начал Уфсин эту встречу. Уфсин сегодня в бело-синей такой форме, в зелено-синих тонах сегодня играет Уралец. Григорий Курбанов, номер 41, Антон Муфтахудинов, номер 43, Александр Малиевский, номер 55, Артур Гильванов, 80, Сергей Ведерников, номер 86, Нур Малеткулов, номер 88, Азат Тагиров, 91, и
Атака Уфсина опять начинается. Ну и Вадим Самусенко, номер 99. Представили составы играющей команды, готовы полностью окунуться в игру. Уральцы начинают свою атаку. Попытка дальнего броска в исполнении Ганеева. Там блокирует этот бросок. Ну и Уфсин опять отбрасывается. Ну и такая лихое начало этой встречи. Предыдущее противостояние этих коллективов, первая финальная игра, состоялась 28 апреля. Сильнее оказались хоккеисты Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Но и 4-1. Именно с таким счетом закончилась эта встреча. Будем сегодня следить отдельно, я думаю, что за Азатом Тагировым. 91 номер у него. И вот начинается атака Уфсина. Горбунов шайба. Горбунов, дальний бросок. Хасанов там плечом отбивают эту шайбу. Но это было в очередной раз опасно. Опять Хасанов в игре. Ну и надо сейчас Джиганенко игру в свои руки брать. Да, собственно, он из шайбы. Джиганенко на смену пошли хоккеисты Уфсина. Вошел Джон Джиганенко. Может и сам бросить. Очень хороший у него бросок. И браво, я рассказ. Горбунов. Матрёнин хорошо сейчас в обороне отыграл и, собственно, прервал эту атаку. Уралец шайбы. Журавов там на Джиганенко. Есть у него там партнеры, да, в итоге отлично сейчас ситуация выкарабкивается. Рыскулов. Есть у него там на пятаке Матрёнин. Матрёнин, собственно, шайбу получил, но тут же ее потерял. И Уфсин начинает свою атаку. И бросок с неудобной руки. Ну и Илья Рассказов в игре. Но отметим, что на острие атаки был Матрёнин. И момент был отличный у 29-го номера уральца. Тем не менее, на табло 0-0. 14 минут еще остается смотреть за хоккеем в периоде под номером 1. И вот так вот начинают огрызаться потихоньку уралец. Да, ну и вот сейчас опять опасно на Рассказов в игре. И прижимает шайбу ко льду. Ловит свою порцию оваций. И опять сбрасывание в зоне Уфсина нас ожидает. Выигрывает сбрасывание Уфсин в итоге. Рэпш по борту. Ну, в итоге здесь перехват, но не дотянулся должным образом. Надо и в обороне здесь сейчас надежно сыграть. Загитов по борту дальше на партнера. Здесь хороший перевод. Может получиться. В итоге не смог должным образом Хуснудинов шайбу обработать. И уже Рэпш шайбу завладел. Тем не менее, там не расслаблялся Хуснудинов. И была небольшая угроза воротам Уфсин. Ганеев. Отлично, партнер. Но и здесь может зайти неплохо в зону. Попытка броска будет. Нет, Салимов сам пошел. Бросок. Блокирует этот бросок хоккеисты Уфсина. И вот здесь по волейбольному Рэпш сыграл. И шайбу, собственно, с пятачка выбросил. Горбунов там Ганеева очень плотно прессинговал. В итоге отбиваются хоккеисты уральцы. И Рэпш по новой Уфсин сейчас в атаку погонит. Рэпш. Ух, и такие бывают, что залетают, но Алмаза Хасанова такими бросками врасплох застать очень сложно. Опытный вратарь. И по атаке сейчас Матрёнин бросок блокирует его сейчас. Отлично этот бросок Малиевский. И угрозу воротам Рассказова отвели сейчас. И Уфсина опять Рассказов в игре. Ну, посмотрите, да? Тихонько-то прессингует хоккеист уральца. А вот здесь контратака у Уфсина. Бросок с неудобный мимо ворот. Емелов там на острие атаки находился, но и в итоге по новой Уфсин атаку разгоняет. Емелов. Отлично, может попробовать здесь бросить. В итоге не стал бросать сам. Передача на партнера. Дальний бросок хороший. Хлесткий получился у Гильванова, но мимо ворот. Емелов там пытался борьбу навязать. В итоге отбрасываются хоккеисты уральца. Но здесь у нас не будет зафиксирован проброс. Играют максимальное количество времени, так сказать, чистого, да, и без, собственно, проброса. Ганеев на партнера отлично. Здесь вброс в зону соперника, но надежно в обороне сейчас отыграют хоккеисты Уфсина и свою атаку начнут. Отлично в средней зоне сыграли. И Хуснудинов. Ну, там у него на плечах буквально висел хоккеист Уфсина. И вот сейчас Уфсин отбивается.
Да, далеко из ворот выходит Хасанов, но там звучит свисток и удаление. Удаление в составе УФСИН. Павел Пупшин на 2 минутки присядет отдохнуть. За 10 минут 45 секунд до окончания первого периода. Ударное звено Артура Салимова на площадке у уральца появляется. Куснудинова сейчас поменяли, да, и, по всей видимости, больше тренерского штаба Ильяс Файзуллин вызывает. Отбросились хоккеисты УФСИН. Здесь положения вне игры нет. Отлично вошли в зону. Дольний бросок. Мимо ворот, к сожалению. Ну и надо сейчас в оборонке отлично отработать хоккеистам УФСИН для того, чтобы не дать особо борьбе навязать. Тем не менее, Ганеев. Перевод на партнера, но прочли эту передачу хоккеисты УФСИН. И по новой надо что-то придумать. Уральцы. Джиганенко. Передача на партнера. Салимов оставил здесь. И вот отличный перехват. Может попробовать вперед убежать. И удаление нас ожидает в составе уральца. Азат Тагиров там на льду оказался. И будет удаление за подножку. Камиль Загитов отдохнет на 2 минутки. И игра в формате 4-4 нас ожидает. Минут с небольшим до появления 5-го полевого в составе УФСИН. И сбрасывание в зоне хоккейного клуба «Уральц». Выиграли уральцы сбрасывание. Начинать надо атаку. Матрёнин в центральной зоне. Надо попробовать войти. Отличная техника у него. Оставил на Джиганенко. Бросок в ближний угол. Рассказов в игре, но здесь можно попробовать еще что-то придумать. Джиганенко. Есть Матрёнин там у него. Сам Джиганенко бросает. Там ой-ой-ой, болезненно сейчас. Надо вставать сейчас Милевскому. Ой-ой-ой, 1-0. 1-0. Открывает счет хоккейный клуб «Уралец». Ну там очень болезненно Александр Млиевский на себя шайбу принял, да, и вот игру продолжили хоккеисты уральцы и все-таки до верного довели. Но игра в формате 4-4 тем хороша, что больше места для оперативного простора. И есть возможность что-то комбинационное там придумать. Но отметим действия Джиганенко, Матрёнин, там, ну и добивание исполнения защитника уральца тоже отличное было. Сейчас уже Пупшин на площадке появится у УФСИН. Ну и игра в формате 5-4, да, надо сейчас вот это большинство реализовать. Минута есть у УФСИН, чтобы реализовать численное преимущество. Ну и давит УФСИН сейчас соперника в их зоне. Столовин там хорошо действует. В итоге отлично на синей линке Муфтахудинов шайбу поймал. Ну и судья-информатор говорит нам о том, что Игорь Калачев является автором первой заброшенной шайбы в этой игре. Ну и уральцы сейчас, кстати, отбросился отлично. Илья Рассказов в игре. Ну и надо по новой сейчас атаку разгонять. Рэпш. Передача на партнера. Неплохо. Ай-яй-яй. Не смог должным образом там Тагиров шайбу обработать. А вот здесь Гильванов. Хорошо, Тагиров в зону вошел. Все в рамках правил. Арбитр молчит. Ну и надо попробовать зацепиться. А вот здесь вот Куснудинов-то есть. Успел? Нет. Ну и толкает его. Все в рамках правил там. Очень габаритный Антон Муфтахудинов, да. Такой мощненький, я бы сказал, защитник. Такая у него брутальная борода. Но вот сейчас в атаке уже Тагиров. Оставил на партнера. Казалось бы, здесь супер перехват. И может попробовать вперед убежать сейчас хоккеистам уральца. Но Рыскулов не стал этого делать, да. И время потянул. И все, в равных составах. У нас игра продолжается тем временем. Гонят болельщики УФСИН вперед. Их сегодня большое количество. Благо на главной арене Республики Башкортостан игра у нас сегодня проходит. И прекрасный лед универсальной спортивной арены Уфа-арена радует сегодня и не только хоккеистов, но и болельщиков. Прекрасная атмосфера на трибунах. Прекрасный здесь перформанс. Ну и финал очень знаковая такая вывеска у сегодняшнего матча, да. Второй сезон. Раньше
Башкирская хоккейная лига называлась Единая хоккейная лига, да, вот и вот Башкирская хоккейная лига в обновленном, так сказать, формате. А вот сейчас за хороший бросок над перекладиной шайба пролетает после броска Новохадского. Ну и уралец шайбы завладел. Рыскулов по борту далеко вперед, ну и никого там нет. Переживал я вот за Малиевского, но Малиевский в игре, и все обошлось там. Не сильно травму он получил, но и настоящий боец. И игру продолжает 55-й номер Уфсина. Ну а сейчас Уфсин пытался отброситься, в итоге здесь на синей поймали шайбу уральцы. И может попробовать еще бросок навести, перевод-то супер, но не удалось Розову вот здесь вот бросок. И Илья Рассказов в игре. Но тем не менее хороший бросок там получился у Салимова, да, и Илья Рассказов эту загадочку разгадал. Сбрасывание будет в зоне Уфсин. 5 минут до окончания первого периода. Выиграли сбрасывание хоккеисты уральца, но здесь бросок, опять блокирует Рэпш этот бросок, и уже уральц там должен прессинговать в зоне соперника. Отлично, опять поймали шайбу Салимов. Салимов, есть там у него Хуснудинов на пятаке. Да, шайба в воротах, друзья. Ну, ждал там Хуснудинов в этой передаче. Еще становится 2-0. Но отметим действия Артура Салимова. Очень грамотно вырезал он передачу на Артура Хуснудинова. И Артур Хуснудинов удваивает преимущество хоккейного клуба «Уралец». Ликуют болельщики, ликуют трибуны. 2-0, 4 минуты 10 секунд до окончания периода под номером 1. И надо что-то придумывать сейчас Уфсину. Ну, я вот так сейчас смотрю, поможет скамейка запасных у дружины Павла Володина. Ну, есть резервы, я думаю, что трибуны сейчас тоже вперед погонят Уфсины. Ну и перерыв не за горами, отдохнут ребята, посовещаются и что-то придумают. Тем временем уралец шайбой владеет, Джиганенко. Джиганенко, хорошо, там в итоге Хасанов в игре. Так... Вот это финт был сейчас интересный. От борта. И тут же поймал в ловушку Хасанов. Ну и сбрасывание будет в зоне хоккейного клуба «Уральц». Князев сейчас о чем-то с Малиевским договорились, да, но в итоге на смену они пошли. И меняется игровое сочетание у Уфсина. Звено Новохадского на площадке у них. Выиграли сбрасывание Уфсин. Рэпш может попробовать бросить. В итоге перевод. Ай-яй-яй, не получилось там по шайбе попасть у 22 номера Уфсин. Ну и перехват отлично в центральной зоне. Новохадский. Вперед, но в никуда. Салимов вошел в зону. Может попробовать бросить. Бросок. Мимо ворот. Но это была мощная хлестка. Здесь передача, ну и Рэпш шайбой завладел. Рэпш, Хуснудинов там его прессингует. В итоге на синей линии поймали, казалось бы, шайбу, но не получилось. И в итоге Салим шайбу завладел. Опять Салимов. Рассказов в игре. Ну и Рэпш поднял голову, ищет партнеров. В итоге сам пошел вперед. Надо подстраховать его здесь, конечно же. Там ничем в итоге эта атака не увенчалась. Загиб там по борту, ну и надо сейчас концовочку-то выдать ударную кому-то из коллективов, но пока что игра туда-сюда как-то носится на шайбу. Тем не менее, вот сейчас сразу двое хоккеистов уральца против Гильванова действуют. В итоге отбились уральцы, и Князев здесь на синей линии своей шайбу подобрал. Ох, Рэпш там Матрёнина шайбу зарядил, так, но Матрёнин в игре, и вот здесь уже прессинг со стороны уральца. Рыскулов там, так сказать, суету наводил в зоне соперника, да, и вот он с шайбой как раз сейчас. Рыскулов, а передача там никого, к сожалению, и по новой надо что-то здесь придумать. Бросок, наброс на ворота, ай-яй-яй, потерял там Джиганенко шайбу из виду, да, и вот сейчас на оперативный простор вышел бросок, добивание, и шайба в воротах. 3-0. 3-0! Минута 12 до окончания
периода под номером 1. И надо что-то менять сейчас. Надо что-то менять сейчас Павлу Володину, чтобы свою команду в чувство привести. Но 3-0 отыграть крайне сложно. Хотя в любительском хоккее возможно все, но ударное было начало у Уфсина, но вот потом как-то уралец подсобрался и 3 шайбы-то уже забросил. 37 секунд до окончания периода под номером 1. Надо что-то бежать вперед, наверное, Уфсина. Вот что сейчас они, собственно, и делают. Горбунов хороший финт в стиле Дацука. И до верного хотел Горбунов как будто бы забросить, ну и сдвинут ворота. Уральцы благодарят сейчас Хасанова. Отличные действия. Но... Ну и Антон Мадрёнов. Значит, автором заброшенной шайбы. 3-й заброшенной шайбы в составе уральца. Но и сбрасывание будет в зоне хоккейного клуба «Уралец». Звучит сирена. 3-0 завершен период под номером 1. Немножечко отдохнем. Буквально пару минут. И с вами продолжим наблюдать за интереснейшим противостоянием хоккейного клуба «Уралец» и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Возвращаемся мы с вами на лед универсальной спортивной арены Уфа-Арена. Противостояние хоккейного клуба «Уралец» против сборной команды Управления Федеральной службы исполнения наказаний. 3-0. Именно такой счет у нас на табло. «Уралец» впереди, и нас ожидает интереснейшее продолжение сейчас. Ну и стартовал второй период. 17 минут у нас с вами длится один период без заливки льда, чтобы вот, ну, побыстрее, да, все-таки не сбивать темп игры, ну и насладиться в полной мере матчем. Я думаю, что есть возможность порадовать болельщиков. Ну, 3 шайбы в первом периоде. Я думаю, что еще 3 мы с вами однозначно увидим. В какие ворота они будут заброшены, это уже другой вопрос. А тем временем у нас удаление. Ну и за подножку Матрёнин сейчас на 2 минуты удален. Отличная возможность для дружины Павла Володина счет все-таки сократить. Да, но если говорить о регулярном чемпионате башкирской хоккейной лиги, Уфсин лидер. 15 из 15 матчей 12 выигранных встреч, так же как у Транснефть Урала, но вот
уральца несколько похуже ситуация сложилась, да, всего лишь 2 встречи из 15 смогли хоккеисты в зеленой форме выиграть. Ну и большинство. Большинство Матрёнин удален на 2 минуты, и вот сейчас, тем не менее, шайбы-то толком не могут контролировать шайбы хоккеисты. УФСИН как-то вот надо собираться все-таки ребятам, несмотря на то, что счет 3-0, все возможно. Дальний бросок хороший получился, но мимо ворот, к сожалению. После броска Столовина шайба пролетела, и отбиваются хоккеисты уральцы. Тагиров где-то там на скамейке запасных хоккейного клуба «Уралец» шайба затесалась. Ну и сбрасывание будет в центральном круге. Но если говорить о том, кто руководит хоккейным клубом «Уралец», главный тренер команды — это известный хоккеист Дмитрий Владимирович Цыбин. Ему помогает Вячеслав Викторович Силуянов. Все не чуждые уфимскому хоккею люди, воспитанники хоккейного клуба «Салават Юлаев», поигравшие на высочайшем уровне. А тем временем опасно было у ворот уральца. Здесь его Горбунова не стал сам бросать Горбунов. В итоге здесь неудачно обработать смог шайб 55-й номер. Ну и Хасанов в игре. И сбрасывание будет в зоне владений уральцев. Сейчас Матрёнин на площадке появится, об этом нам сигнализирует Илья Рассказов. Ну и все. Появляется Матрёнин на площадке, в равных составах игра у нас продолжается. И тут же с корабля на бал есть возможность у Антона Матрёнина дойти. В итоге там Салиёвый 4-0. Ну отлично, Артур Салимов там все сделал. Показал, что отдаст передачу на Матрёнина, в итоге убрал под неудобную. И потом в стиле Павла Дуцука, можно так и сказать, Илью Рассказова пробил. 4-0, это уже совсем интересно. Подрастроились болельщики УФСИН, но ничего не потеряно. Половина матча у нас с вами практически позади, да. Учитывая предыдущий матч, я думаю, что есть еще ресурсы у УФСИН для того, чтобы свои моменты реализовать. Хотя очень плотно в обороне действуют хоккеисты уральцы, да? Ганеев. Хорошая передача была, но, к сожалению, не смог там зацепиться до нее Салимов. И вот здесь в оборонке надо поаккуратнее действовать Загитову. Перехват отличный в исполнении Гильванова. Гильванов там опять у борта копает клад, видимо, шайбу. В итоге выкопали эту шайбу хоккеисты УФСИН. Гильванов крутит вверх, нашел Рэпша. Рэпш может бросить, нет. Бросает Рэпш, там подставление не получилось. А здесь, ай-яй-яй, не попал по шайбе Азат Тагиров. Ай-яй-яй, было опасно. Столовин. Назад через защитника. Мустафхудинов. На Рэпша. Рэпш на Тагирова. Тагиров здесь, ну как-то не смело, да, идут вперед хоккеисты УФСИН. Емелов там не смог у УФСИН за шайбу зацепиться. И в итоге, а вот здесь и подкараулить, да? Отлично, Рассказов вперед убежал. Рассказов. Есть там Матрёнин. Матрёнин бросок блокирует его. Момент опять классный, да? Надо поаккуратнее в обороне. Как будто Мустафхудинов устал немножечко. Джиганенко практически зацепился, но нет. И бежит вперед. УФСИН. Емелов потерял. Джиганенко. Есть у него Рыскулов справа, да, уже. Джиганенко оставил Рыскулов бросок на месте Рассказов. И уже как-то вот опрометчиво очень отбиваются хоккеисты УФСИН. Подустали как будто бы и потеряли веру в себя. Но я думаю, что надо и биться до конца. Ничего не потеряно. Калачев перевод не прошел. Рэпш далеко вперед. Но есть возможность смениться там. Поднаелся немножко там Мустафхудинов, да, и вот сейчас на смену побежал. Горбунов там плотно очень встречал. А вот здесь Матрёнин. Хлёсткий бросок щитками играет Рассказов. Князев.
Князев, а вот здесь одного оставили Новохадского. Новохадский! И не смог переиграть Хасанова. Артем и контратака в исполнении уральца. Хорошо, Салимов вошел, оставил на Файзуллина. Файзуллин есть справа партнер. Бросок дальний. Рассказов в игре. Рассказов в игре, но комбинация-то была неплохая, да? И Хаснудинов был там на броске, но... Вратарь в игре. Ну и много работы у Ильи Рассказова во втором периоде. Неохотно УФСИН идет вперед. Как будто сил поменьше. Новохадский сбрасывание не выиграл, но здесь же на перехвате Ганеев. Ну и шайба в зоне уральцев. Загитов по борту на партнера. Разгоняют здесь свою скорость Салимов. Салимов хорошо. Бросок. Ай, добивание там опять не получилось. Ну что такое, да? Хуснудинов был в отличной позиции. Хуснудинов. Салимов. Салимов есть Файзуллин слева. А справа... И шайба воротов 5-0. А Артур Хуснудинов, ну, все-таки свои моменты реализовал. Но я в очередной раз отмечу партнеров. Ну и 5-0. 5-0, как пела группа Чайф. Уралец УФСИН 5-0. Какая боль. Ну и радость на трибунах, радость на скамейке. Ну и все равно нельзя говорить о том, что игра уже сделана. Половина матча у нас всего лишь прошла, несмотря на 5-0. Джиганенко против Горбунова сейчас на сбрасывании. Горбунов там толкался, боролся, и эмоции немножечко сейчас толкаются в центральном круге Джиганенко с Горбуновым, но не стали судьи там удалять за излишнюю эмоциональность. Ну, хоккей игра эмоциональная, контактная, ну и игрой надо доказывать все-таки в первую очередь. На Матроне там передачу делал Джиганенко, в итоге РФ шайбой завладел, и Емилов. А вот здесь перехват, бросок, и Илья Рассказов в игре. Ну и сбрасывание будет в зоне УФСИН. До сих пор там Джиганенко с Горбуновым о чем-то совещаются. Ну и на смену все-таки Джиганенко там пошел. И звено Салимова в очередной раз на площадке у уральца. Выиграли сбросывание Салимова в ближний мимо ворот. Звено Столовина на площадке у УФСИН. Салимов. Здесь перехват. Ну и надо играть. Играть надо. Малиевский. Ну и здесь что, в центральной зоне не получилось. И в итоге опять Артур Салим. Салимов отыгрался здесь с Ганеевым. Ганеев. А вот здесь перехват хороший. И Столовину можно попробовать что-то придумать. Столовин. Передачу на пятак никого там в итоге не оказалось. И Хуснудинов идет вперед. Хуснудинов. Есть слева у него Салимов. На него в итоге передача. И чуть было 6-0 у нас счет не стал. Но Илья Рассказов в игре. Столовин. Есть у него там партнер. Но как будто сил не так много. Да, и бросок хороший сам решил нанести Столовин. Но Хасанов в игре. И Джиганенко. Джиганенко там в итоге потерял шайбу. И идут вперед. Тагиров. Есть у него партнер, но сам решил Тагиров в зону войти. Неплохо может получиться здесь. Тагиров, но далеко ему пройти не дали. Вперед. Тагиров здесь буквально коленом шайбу поймал, да, но ничем не получилось ответить. Джиганенко вперед. Здесь перехват хороший. Кочетков там не смог Андрей шайбой завладеть. Такой тоже массивный 10-й номер в составе УФСИН.
Матрёнин. Передача на Джиганенко. Джиганенко против него Горбунов там действует. А вот здесь Матрёнин и Илья Рассказов. Илья Рассказов в игре. И сбрасывание будет в зоне УФСИН. О чем там Матрёнин с Рэпшем поговорили, посовещались, обсудили, наверное, какой-то игровой момент. Но самый главный принцип все-таки без травм, да, действовать. Хоккей все-таки у нас такого любительского больше формата. И многие из хоккеистов вне льда, безусловно, общаются. И самое главное, после игры руки пожать. Я думаю, никакой агрессии никто не хочет показывать, несмотря на эмоциональную довольно-таки встречу. Загидов на Ганеева. Ну и бегут вперед уральцы. Салимов оставил на Файзулина. Файзулин, ну и шайба за предел площадки у нас вылетает. Не видел я пока что на льду одну единственную представительницу прекрасного пола. Это Юлия Краснова. Вот, но я думаю, что дадут Юле возможность время на льду провести. Она регулярно в этих хоккейных баталиях участвует. И наравне с мужчинами, в принципе, игровой показ-то неплохой. Ну и бегут вперед УФСИН. Тагиров, хорошая передача, но что такое? Вот как-то вот предательски там шайба Гильванову в конек попала, и Гильванов этот момент не смог, к сожалению, реализовать, хотя Тагиров хорошо там его вырезал, и уже контратака уральца. Салимов. Очень много Салимов времени на льду проводит, наряду с Хуснудиновым. Ну и Джиганенко тоже, да, вот как бы два звена в основном действует у уральца, а здесь Рэпш. Рэпш в итоге сам с собой там с бортиком отыгрался, да, и... А шайбу в зоне сохранили. УФСИН! Ай-яй, на добивании там не ожидал этого отскока 91 номер. Емелов потерял здесь, но подстраховал его. Бросок потерял там Джиганенко клюшку. Хороший вираж закладывал Тагиров, но безуспешно. Здесь тут же Муфтахуддинов. Бросок дальний, мимо ворот шайба пролетает. Джиганенко ее подхватывает и, подняв голову, бежит вперед. Джиганенко нашел Матрёнина. Матрёнин не смог шайбу должным образом обработать, и УФСИН отбросился. 3 минуты до окончания второго периода у нас. 5-0 впереди. Хоккеисты в зеленой форме, представляющий хоккейный клуб «Уралец». Рэпш. Хлесткий такой звук был, и шайба в зоне хоккейного клуба «Уральц». Неточная передача от Джиганенко. Горбунов там перехватил неплохо, но здесь падение все в рамках правил. Файзулин нашел партнера Хуснудинова. Хуснудинов. Ой-ой-ой, там Рэпш. Рэпш за лицо держится, по всей видимости, болезненно там как шайба клюшкой попали ему по лицу, да, сейчас медицинскую помощь ему окажет. Файзулин, бросок хороший. Ну и лежит на льду амуниция Игоря Рэпша, но я думаю, что и какая-то заварушечка там небольшая у нас. Но я говорил вам про Андрея Кочеткова, очень такой массивный игрок в составе УФСИН. И видно, что и слово может сказать, может и пободаться, потолкаться. Ну и что-то там он недоволен какими-то действиями Артура Салимова. Ну и выясняет отношения, да, но не может все успокоиться Андрей Кочетков, но обидно за партнера, ну что поделать. Джиганенко в итоге подкатился, да, подуспокоил немножечко Андрею, но эмоции без хоккея никак, без них. Ну и такая небольшая заминочка получилась. Время-то не в пользу УФСИН сейчас действует. Поэтому, ну, надо хотя бы одну, а то и две шайбы-то забросить. Последняя минута второго периода. Гильванов. Брусук Хасанов там надежно. Очень
шайбу в ловушку поймать сразу не смог, но тем не менее отбил. Князев. Князев хорошо там сыграл на партнера, но не смогли. Опять уфсиновцы в зону соперника войти. Здесь уже бросок. Джиганенко подобрал шайбу в своей зоне и бежит вперед. Джиганенко. Очень хорошее катание 68-го номера уральца. Передача на Рыскулова. Рыскулов. Есть у него там партнер сзади. Там Тагиров подталкивал, но не смог шайбы завладеть никто. Матрёнин там перед Ильей Рассказовым находился. Обзор голкиперу закрывал, но до броска дело-то не дошло. Ну и 5-0 после второго периода. 2 минутки мы с вами отдохнем и продолжим наблюдать за этим интереснейшим противостоянием хоккейного клуба «Уралец» и сборной команды Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Возвращаемся мы с вами на лед универсальной спортивной арены Уфа-Арена. 5-0 Уралец ведет в противостоянии с УФСИН. Ну и ожидает нас интереснейшая 17-минутка. Я думаю, что еще увидим и шайбы. Ну и хотелось бы, конечно, увидеть их и в составе УФСИН. Потому что болельщиков-то большое количество на трибунах УФСИНа присутствует, и хотелось бы их тоже сегодня порадовать, несмотря на всю принципиальность этого противостояния. Я напоминаю, это финал Башкирской хоккейной лиги, и мы это наблюдаем на лучшей хоккейной площадке Республики Башкортостан. Есть такая возможность. Ну и подробный фотоотчет, подробные медиаматериалы, все это можно посмотреть на сайте Башкирской хоккейной лиги, в социальных сетях. В частности, ВКонтакте регулярно выкладываются и фотоотчеты, и различные отчеты. Очень хорошо в медийном плане работает Башкирская хоккейная лига. Здесь хорошо работал в зоне соперника Азат Тагиров, но свой момент реализовать не смог 91 номер. И тревожный был звоночек у ворот Алмаза Хасанова, но ничем завершиться это не смогло. Дальний бросок. Хасанов в игре. Рэпш на синей линии. Нет, Матрёнин. Матрёнин опять там с Рыскуловым хорошо сыграли. Джиганенко уже в зоне соперника. Матрёнин на замахе убрал дальний бросок. Не смог обработать, к сожалению, шайбу Рыскулов. Но здесь контратака в исполнении УФСИН. Гильванов. Гильванов, Рэпш. Рэпш сам, можно попробовать бросить. Бросок в домик. Добивание с неудобной. Горбунов бросал, но
Хасанов в игре. Рэпш. Можно бросить. Бросок блокирует его хоккеист уральца. Еще бросок. Ну, наконец-таки делает до большого количества бросков. Да, доходит. Ну и пытаются закрепиться в зоне соперника хоккеисты УФСИН. Вязкая борьба. Ну и Джиганенко далеко вперед шайбу выбрасывает. Проброса у нас не будет. Ну и Князев в игре. В центральной зоне у нас шайба. Шел вперед там Новохадский. И вот сейчас бросок Новохадского. Звенит стекло. Сохранили шайбу УФСИНовцы в зоне соперника, но, к сожалению, не удалось. Отлично. Горбунов там шел вперед и проскочил сейчас перед вратарем. Так рискованно, но обокрали его. И уже Салимов. Салимов. Далеко вперед. Хуснудинов тут есть у него, но в итоге более расторопными УФСИНовцы оказались. И Малиевский. А Малиевский там далеко пройти не сумел. Малиевский с Князевым на коротке сыграл. Князев в центральную зону с Емелом. Здесь Горбунов в итоге финт рукой какой-то провернул. Шайбой завладел, но пройти далеко не смог. Ой-ой-ой, вот здесь Салимов. Как хорош! И красоту хотел сейчас Артур Салимов сделать. Не получилось. И контратака УФСИН. Емелов не смог шайбой завладеть. Малиевскому сейчас надо поаккуратнее действовать. Горбунов. 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 Передача на пятак не прошла. И Матрёнин. Матрёнин с шайбой. Оставил здесь на Джиганенко. Джиганенко на Рыскулова. Рыскулов. И Илья Рассказов в игре. И сбрасывание будет в зоне УФСИН. Остается звено Джиганенко у УФСИН на площадке. Ну и звено Столовина на площадке у УФСИН. Матрёнин с Джиганенко сыграл здесь. Джиганенко кружит вверх, поднял голову, бросил. Бросок блокирует Рассказов. Ну и контратака. Тагиров. Положение игры. Но бежали хорошо. Вперед хоккеисты УФСИН. 12 минут 18 секунд до окончания периода. Под номером 3. Ну, я думаю, окончание встречи. Виджи там разминается Рустем Ахунов. Это 11 номер вратарь хоккейного клуба «Уралец». Возможно, увидим мы его на площадке. Здесь бросок. Мимо ворот шайба пролетает. Ну и Мустафудин. Ильванов. Столовин с Тагировым. Тагиров вошел в зону соперника. В итоге отыгрался здесь с Муфтахудиновым. Муфтахудинов. Вдоль бросок. Хасанов в игре. Ну и надо здесь поаккуратнее в обороне действовать. Хуснудинов там. Ну и за удар клюшки соперника будет удален капитан УФСИН Антон Муфтахудинов. Ну и потерял свой игровой снаряд Артур Хуснудинов. Но нынче клюшки очень дорогие, поэтому не хотелось бы обесклюшить 44-го номера хоккейного клуба «Уралец». Ну и Андрей Кочетков на площадке появился.
составе УФСИН. Ну и посмотрим, что еще есть в арсенале. У уральца вошли в зону они. Джиганенко. Есть там партнеры. Супер дошла передача там до партнера. Матрёнин в итоге с шайбой сейчас. Матрёнин. А вот здесь Кочетков хорош в оборонке и бежит вперед. Настоящий боец. 10 номер УФСИН. Да, видно по нему прям очень импонирует мне лично. Джиганенко. Перевод на Матрёнина. Матрёнин. Бросок Матрёнина неожиданный, на мой взгляд, для Ильи Рассказова. И сбрасывание будет в зоне УФСИН. 56 секунд до появления Антона Муфтахуддинова. И Горбунов против Салимова. Салимов сбрасывание выиграл. Хуснуддинов там бросок, но мимо ворот. В итоге Загитов шайбой. Загитов на Хуснуддинова. Хуснуддинов там хотел сам обработать эту шайбу. В итоге владеет ей сзади ворот. Ищет оперативный простор. И передача-то прошла. Ах! Но не смог Файзулин вратаря переиграть. Горбунов. Горбунов. По борту далеко хотел шайбу отбросить. Не получилось. В итоге Салимов. Салимов. Обратно получил. Салимов. Бросок мимо ворот. Ну и в полном составе УФСИН. И бежать можно вперед. Муфтахуддинов с корабля на бал буквально хотел в игру войти. Не получилось шайбу обработать. Здесь Салимов. Салимов может и сам бросить. Бросок там в шлем, по-моему. Илья Рассказову шайба прилетела, да, но Илья говорит о том, что я в порядке, все хорошо, но водичку-то попьет. Водичку надо попить. Илье посмотреть, в порядке ли шлем. А там еще и аэрография классная у него на шлеме, поэтому, ну, аэрография в порядке, главное, чтобы была. Ну и шлем Алмаза Хасанова я хотел бы отметить. Тоже колоритный, классный, отдельное искусство. Вратарские шлема. Бросок. Рассказов там шайбу из виду потерял. Думал, что зафиксировал, по всей видимости, но не зафиксировал. И уралец продолжает контролировать шайбу в зоне соперника. Джиганенко. Джиганенко. Ну, Илья Джиганенко довольно хорошую статистику имеет у нас в регулярном чемпионате. Да, провел 12 игр и при этом 21 очко. А вот здесь контратака в исполнении УФСИН. Может здесь что-то и получится. Перевод. Ай-яй-яй. Ну, Тагиров там доверного, видимо, хотел сыграть. Но отметим передачу в исполнении Раиля Ямилова, да. Не пробиваем пока Хасанов. Джиганенко оставил на партнера, поднял голову здесь Журалов и Джиганенко опять шайбу. Джиганенко, бросок. Не смог шайбу в ловушку поймать Илья Рассказов, но тем не менее УФСИН атак начинает разгонять. Князев. Князев. Перевод-то хороший, но Тагиров там опять. Несмотря на то, что был на острие атаки, а вот здесь выход 2 в 1. Есть право Матрёнин, он передачу получил, но бросок у него не получился. И шайба в ворота. Да, это гол. Звучит свисток. Все-таки не мытьем, а катанием. Хоккеисты хоккейного клуба «Уралец» счет доводит до 6-0. Ну и Артур Салимов, по всей видимости, будет автором 6-й заброшенной шайбы. И ассистент у него Антон Матрёнин. Ну и замена вратаря в составе хоккейного клуба «Уралец». Рустем Ахунов сменил сейчас Алмаза Хасанова. Необычный для вратаря 11 номер у Рустема. И вот уже в игре вратарь уральца. Ну, дают игровую практику
11-му номеру. Горбунов вошел в зону. Бросок мимо ворот. Ну и есть возможность все-таки подрастроить немножко вратаря уральца. Хасанов ушел со льда сухим. Посмотрим, есть ли возможность у 11 номера уральца. Но пока не пробиваем Рустем Ахунов. И сбрасывание будет в зоне хоккейного клуба «Уралец». И смена игровых сочетаний. Юлия Краснова на площадке появилась под 6-м номером. Но Юлия провела 15 матчей. Есть в ее, так сказать, заработано один призовой балл, один ассистентский балл у 6-го номера уральца и 2 минуты удаления было. Интересная манера катания, как будто вот на клюшке катается Юлия Краснова. Рэпш, хорошее столкновение, но все в рамках правил и контратака. Салимов там сам пошел вперед, очень хорошо его там встречает Тагиров. Бросок хлесткий, звенит, как январская вьюга, звенит борт универсальной спортивной арены Уфа-арена, но 4 минуты практически еще наблюдать нам за хоккеем в этом матче. И как будто сейчас с новыми силами бежит вперед УФСИН. Там добивание. Гол! Ну, 6-1. Ну и Азат Тагиров. Азат Тагиров, по всей видимости, автор заброшенной шайбы у нас. Долго мы ждали этого момента, и вот наконец-таки он совершился. 6-1. Ну и 3 минуты до конца третьего периода. Забросить 5 шайб. Но почему бы и нет? Ну и расстроены сейчас персональные болельщики Рустема Ахунова. Да, не смог он все-таки с сухарем уйти с площадки. Ну и опять Емелов там был на острие атаки. В итоге Джиганенко шайбу отобрал. А вот здесь надо бежать вперед. Но нет. Малиевский с Князевым здесь. Князев там по-футбольному играет ногами. Клюшку потерял, но он вернет сейчас игровой снаряд себе. Горбунов. Горбунов. Бросок в дальний угол мимо ворот. И Джиганенко здесь на подборе. Джиганенко. Передача на Матрёнина. Матрёнин шайбу теряет, но подхватил здесь ее тут Джиганенко и вошел в зону соперника. Джиганенко с Матрёниным. Матрёнин не стал бросать сходу. И отобрали передачу сейчас УФСИНовцы. И идут они вперед. Емелов. Минута до окончания встречи. Прошу прощения, 2 минуты до окончания встречи. Емелов. Бросок Ахунов в игре. Удаление. Удаление сейчас будет у нас. Лежит на льду там. По-моему, это Тимур Рыскулов. Нет, прошу прощения, не Тимур Рыскулов, это Максим Журал. Ну и удаление. Минута 20 до окончания третьего периода. И удаление в составе УФСИН. Раиль Емелов площадку покидает. И возможность для уральца счет довести до 7-1. Почему бы и нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не понимает Кочетков сейчас, за что его удалят. Ну и в формате 5-3 у нас игра продолжится, по всей видимости. Андрей Кочетков
покинет сейчас площадку на 2 минуты. Нет. Прошу прощения. Нет. Нет. Нет, в формате 5-4 также игра протекает. Просто положение вне игры, по всей видимости, там было. Или какой-то игровой другой момент. Поэтому пауза была у нас в игре. А здесь Кочетков. Хорошо вошел в зону Андрей Кочетков. И... А вот за это, наверное, сейчас удаление он получит. Нет? Эмоционально очень. Здесь Хуснутдинов. Выбивание. И все. Завершена вторая встреча. Встречи победитель плей-офф не определен. Финальная игра состоится 15 мая в 19:00. Ну и 15 мая нас ждет финальная игра. Выйдут все команды-участники второго сезона ВКЛ. Ну и буквально через 5 минут у нас появятся на льду все команды-участники этого сезона Башкирской хоккейной лиги. Но для тех, кто, так сказать, особо не следил за чемпионатом, это команды Транснефть Урал, УФСИН, акционерное общество БЭСК, ХК БГК, Баш РТС и Уралец. Да, техническая у нас с вами сейчас подготовка. Большое количество средств массовой информации, большое количество камер сейчас у нас с вами на льду. Но еще не все решено, потому что еще одна финальная встреча нас ожидает. 6-1 завершился этот матч, но к радости болельщиков УФСИН хоть одну, да, шайбу сумели забросить они сегодня, поэтому эта, возможно, заброшенная шайба даст какой-то, так сказать, толчок для следующей финальной встречи. Ну и подустал, наверное, сегодня Илья Рассказов. Не было у него сегодня сменщика. Возможно, это как-то дало свои плоды. Ну и появляются у нас представители всех играющих коллективов Башкирской хоккейной лиги на площадке. Через пару мгновений я передам слово Дмитрию Каретко, который будет завершать, вести церемонию закрытия, церемонию награждения Башкирской хоккейной лиги. Ну и приятно видеть большое количество команд на таком прекрасном мероприятии. Сегодня финальные встречи, да, но приехали представители всех коллективов, и каждый из них внес свою лепту в развитие вот этого сезона Башкирской хоккейной лиги. Я думаю, что в следующем сезоне нас ожидают еще более интересные встречи, еще более интересные противостояния. Хотелось бы расширить, наверное, присутствие команд, потому что в Башкирии любят хоккей, в Башкирии предприятия поддерживают хоккей. Но все-таки примечательно, да, что здесь представители и УФСИНа, и БЭСКа, и БГК, и Баш РТС, и Транснефть Урал, ну и так называемая сборная Курултай, наверное, можно так назвать, Уралец. Большое количество представителей власти, да, которые на всех уровнях поддерживают хоккей, на всех уровнях его развивают, и в том числе являются спонсорами и детско-юношеского хоккея. Поэтому приятно всегда окунуться вот в эту атмосферу хоккейную, и приятно, что со всех сторон хоккей у нас в республике поддерживается, и хоккейный клуб Салават Юлаев поддерживает Башкирскую хоккейную лигу. Ну и вот сегодня неспроста на главной арене республики у нас финальная игра протекает. Ну и, конечно же,
фотографии на память. Конечно же, есть возможность запечатлеть этот момент на всю жизнь. Вместе с детьми приехали награждаемые, да, здесь и с семьями целыми, и жены хоккеистов. Но это приятно, что хоккей дело семейное, что с юных лет и со всех сторон у нас хоккей поддерживается. И, безусловно, здесь на трибунах переживают по-особенному за главных действующих лиц. Ну и считанные секунды у нас остаются до завершения подготовительной части. Ну и начнется церемония награждения. Вы сами услышите, кто за что, собственно, будет награжден. Но не буду, так сказать, спойлерить. Для тех, кто не следил за регулярным чемпионатом, конечно, можно открыть сайт Башкирской хоккейной лиги. Благо, отлично со всех сторон освещается лига и развивается, безусловно. Классный контент, классный сайт, работа в социальных сетях, ну и неспроста на льду большое количество камер. В первую очередь, ну и прекрасный логотип, прекрасный мерч, да, ну и самые высокие гости у нас сейчас с вами на церемонии награждения. Здесь и министр спорта, и премьер-министр правительства Республики Башкортостан. Ну и приятно видеть столь высокопоставленных лиц на льду универсальной спортивной арены Уфа-Арена. Ну и я передаю слово Дмитрию Карелину. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на церемонии награждения регулярного чемпионата второго сезона Башкирской хоккейной лиги. В этом году в лиге играет 6 команд. А значит, любительский хоккей стал еще более популярным в нашей республике. Итак, во втором сезоне приняли участие команды. Команда Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. Уралец. Команда ООО «Башкирская генерирующая компания» ХК БКК. Команда акционерного общества АО «Анснефтьвал». Команда акционерного общества «Башкирская электросетевая компания» АО «БЭС». Команда управления Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Башкортостан УФСИН России ВВ. Команда ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» ООО «БашРТС». Второй сезон лиги запомнился яркими моментами и красивыми голами. И сегодня мы наградим лучших из лучших. Дорогие друзья, второй сезон БХЛ проходит в Уфе при поддержке партнеров. Титульный партнер – группа компании «Астро». Группа компаний специализируется на комплексном развитии и управлении коммерческой недвижимости и социальной инфраструктурой. Официальные партнеры – группа строительных компаний «Дон», «Дон Аэропроектстрой» и строительная компания ООО «Алсема Групп». Наши информационные партнеры – телеканал РБК Уфа, региональная платформа первого и единственного федерального бизнес-канала РБК. Медиагруппа «Виндоус» – один из крупнейших медиахолдингов в Уфе и Республике Башкортостан. Дорогие друзья, все внимание на экран.
В церемонии награждения принимают участие премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Геннадьевич Назаров, министр спорта Республики Башкортостан Руслан Агерович Хабилов, президент Башкирской хоккейной лиги, депутат Государственного собрания Гурултая Республики Башкортостан Денис Андреевич Назаров, вице-президент Башкирской хоккейной лиги, депутат Госсобрания Гурултая Республики Башкортостан Антон Сергеевич Матвеев. Уважаемые участники, вас приветствует премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Геннадьевич Назаров. Уважаемые участники и зрители финала второго сезона Башкирской хоккейной лиги, разрешите поприветствовать вас от имени главы Республики Башкортостан Раджача Хабирова и от правительства республики. Сказать о том, что вы именно те люди, которые продолжают заниматься и собственным здоровьем, и повышением состязательности и корпоративного духа. Сегодня уже более половины граждан республики занимаются спортом. И наша задача создать для этого все условия, увеличивать инфраструктуру, создавать и строить спортивные комплексы. По поручению главы республики за последние годы более чем в 2 раза увеличено финансирование спорта. И каждый год открываем новые объекты. Ну, конечно, самый популярный вид спорта в республике – это хоккей. И поэтому в этом направлении многое делаем для того, чтобы не только в Уфе, но и в других городах была возможность для занятия спортом. Открыли сейчас в городе Октябрьском ледовую арену. Здесь в Уфе тоже Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мансуровича Мустафина получил хорошую ледовую площадку. В этом году завершаем в Баймаке. И, в общем, задача наша добавить еще несколько ледовых арен для того, чтобы любой желающий мог заниматься спортом. Башкирская хоккейная лига дополнительно популяризирует в целом спорте, в частности хоккей. Поэтому я хотел поблагодарить и Дениса Назарова, и Антона Матрёнина, и всех, кто предложил руку к тому, чтобы создать Башкирскую хоккейную лигу и сейчас качественно проводить все соревнования. Сегодня мы были свидетелями интересной игры. Ну, удача сегодня больше сопутствовала Уральцу, но тем не менее я уверен, что в среду будет еще не менее интересная игра финальная. Я еще раз хотел всех поблагодарить за то, что вы даете азарт зрителям, сами очень азартные, создаете эту атмосферу такой дружелюбной игры на площадке, популяризируете здоровый образ жизни и в целом популяризируете развитие Башкортостана. Спасибо вам за это. Всех поздравляю с завершением этого сезона. Спасибо, уважаемый Андрей Геннадьевич. Второй сезон БКЛ стартовал с матча открытия между командами «Уралец» и БК БГК со счетом 4-5 в пользу БК БГК. Для приветственного слова и вручения кубка открытия мы приглашаем министра спорта Республики Башкортостан Руслана Агеровича Хабилова. Руслан Агерович, пожалуйста. Дорогие друзья, после выступления премьер-министра правительства Республики Башкортостан разрешите сказать одно. Вперед, Башкирия, Алга, Россия, всем с праздником! Уважаемый Руслан Агерович, мы просим вас вручить кубок открытия команде БК БГК. Мы приглашаем капитана команды для получения кубка открытия. Прошу. Уважаемые друзья, Андрей Геннадьевич, уважаемые коллеги по хоккею, конечно же, всем спасибо за сезон, за второй сезон. Всем желаю, конечно же, здоровья, всем нам мирного неба и да здравствует хоккей! Ура! Спасибо. Уважаемый Руслан Агерович, просим вас вручить личные награды.
Лучший бомбардир сезона Сергей Лебедев, АО «Транснефть Урал». Лучший бомбардир. В номинации «Лучший защитник» побеждает Григорий Долбайн, игрок команды «Уралец». Лучший снайпер Азат Тагиров, команда «Уфсин». Лучший вратарь Олег Сидоров, команда АО «БЭС». Самые громкие аплодисменты. Следующая номинация. Волевой игрок Денис Исухтинов, БК. Благодарю, уважаемый Руслан Агерович. Ну а сейчас мы продолжаем. Бронзовые медали вручаются команде, занявшей третье место по итогам регулярного чемпионата. Мы приглашаем к микрофону вице-президента Лиги Антона Сергеевича Матонина. Прошу. Добрый день, уважаемые журналисты, гости, уважаемые почетные гости. Хотел, конечно, поблагодарить руководство республики Андрея Геннадьевича, премьер-министра республики, за такое внимание, которое вы оказываете. Лишним сами катаетесь на льду, играете и показываете свой личный пример. Благодарить министра спорта Руслана Владимировича Хабибова за то, что сам недавно, не так давно стал на лед, уделяет также, конечно, для его работы, уделяет спорту. Наш спорт развивается, нас знают в России, нас знают в мире. Это очень приятно, это огромная работа нашего руководства, нашего министра Республики Башкортостан. Ну, конечно, президент Лиги за вот это управление башкирской хоккейной лиги, за эффективное управление, за маркетинг, который мы видим и слышим. Уровень, приятно смотреть уровень КХЛ. И у нас сегодня уже есть очень много заявок от федеральных больших структур, хотят участвовать в следующем сезоне. Это приятная погода, работа. Александр Ильич, спасибо вам за это. Ну, ребята, конечно, огромное спасибо. Вы уделяете такое время хоккею, показываете такой уровень хоккея. И нам вынуждены всех помогать, стараться, чтобы вы тоже не отставались. Вот, за это вам всем спасибо. Здоровья вам и новых побед. Итак, уважаемый Антон Сергеевич, мы просим вас вручить бронзовые награды по итогам регулярного чемпионата команде АО «БЭС». Мы приглашаем команду для получения бронзовых медалей.
Слово президенту лиги Денису Андреевичу Назарову. Добрый день, уважаемые команды и болельщики. Еще раз надо приветствовать всех на церемонии награждения регулярного чемпионата второго сезона. Хочу сказать, что как и в начале сезона я говорил, хочу повторить, что мы вместе с вами закладываем новый уровень любительского хоккея в нашей республике. И это здорово. И благодаря участию каждого из вас, стремлению побеждать, за весь сезон были хорошая командная игра и хорошие результаты. Поэтому хочу сказать всех поздравить и сказать большое вам спасибо за хороший хоккей. Поздравляю! Уважаемый Денис Андреевич, мы просим вас вручить серебряные награды команде, занявшей второе место по итогам регулярного чемпионата. УФСИН России по Республике Башкортостан. Уважаемый Андрей Геннадьевич, мы просим вас вручить кубок победителя и золотые медали победителю регулярного чемпионата команде акционерного общества «Транснефть Урал». Мы приглашаем команду для получения кубка и золотых медалей. Благодарю вас, уважаемый Андрей Геннадьевич. Внимание! Звучат государственный гимн Российской Федерации и гимн Республики Башкортостан.
Финал лиги состоится 15 мая в 19:00. Ну а сейчас мы приглашаем все команды на общее фото. Прошу, все команды. Дорогие друзья, церемония награждения объявляется.